17 июля мусульмане отмечают Ураза Байрам, по-арабски Ид аль-Фитр. Именно в этот месяц пророку Мухаммеду были дарованы первые стихи Корана. Пост в месяц Рамадан входит в число 5 столпов ислама. В течение 30 дней мусульманин должен воздерживаться от еды, питья и супружеской близости в дневное время суток. Ураза Байрам является вторым по значимости праздником в исламском календаре после Курбан-Байрама. Перед Ураза Байрамом верующим необходимо простить друг другу обиды, постараться навестить своих родственников и знакомых, попросить у них прощения. Таким образом, мусульмане очищают свою душу от обид и настраиваются для того, чтобы встретить праздник в мире и согласии. Но это не значит, что мусульмане делают это только в один день. В этот день это просто знаковое событие. В Ураза Байрам нельзя работать, поэтому в большинстве исламских стран этот день является выходным. В России будут отдыхать в республиках Северного Кавказа, Башкортостана и Татарстана. Сам праздник принято рано вставать и надевать праздничную одежду. За час до восхода солнца в мечетях после проповеди читают праздничную молитву Гаид Намаз. На молитве в основном присутствуют только мужчины. Женщины в это время готовят дома угощения. Кроме того, в праздник Ураза Байрам принято навещать родителей, делать добрые дела, дарить подарки, посещать кладбище и поминать умерших родственников. Главный продукт, из которого готовится большинство праздничных блюд на Ураза Байрам – баранина. Из нее делают наваристые супы, жаркое, закуски, мясные салаты. Просто больше ничего, простите, извините. Только суп, жаркое, закуска, мясные салаты. Праздничный стол зависит от народных традиций. Если в Татарстане с утра пекут блины, на стол ставят пироги, то в среднеазиатских республиках неотъемлемым атрибутом является плов. В Саудовской Аравии с утра едят сладости и финики, фрукты. В полдень нужно плотно поесть, чтобы стол в следующем году не пустовал. В Кыргызстане праздник называется Ороза Айд. Верующий должен посетить 7 домов, отведать приготовленные блюда и прочитать молитвы. В Турции на Шекер-Байраме также лакомятся сладостями. А еще больше уверен, что скорее всего вообще не так. То, что с утра едят сладости и финики, это вообще бред. И то, что в полдень нужно плотно поесть, чтобы стол в следующем году не пустовал, это тоже избыток прошлой информации, которую дают нам местные СМИ. Но, тем не менее, сценарий есть сценарий. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Какой я милаш.